Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире очередной выпуск «Битого часа». Сегодня у нас очень интересный гость. Я давно его пытался как-то в наш проект привлечь, и, наконец, он у нас в студии. Томас Иванович Кецба, видный юрист, член Общественной палаты. Томас, добрый день, спасибо, что пришел. День. Я на «ты», потому что мы давно знакомы, еще с войны, поэтому это не понебратство, а такое для комфорта общения, если ты не против. Демократично. Да. Спасибо, что пришел. Времена, сам понимаешь, знаменательные, и, конечно, хочется о многом поговорить, но, наверное, начнем с того, что вот я тоже тебе когда звонил, сказал, что я видел эфир на абхазском телевидении, где вот была дискуссия на тему конституционных реформ, и в частности выборного законодательства, смешанной системы, там вы много о чем говорили. Там формат немного такой был для меня странный, конечно, слишком много людей, и вот это и модерирование тоже было достаточно такая своеобразная. И поэтому мне показалось, что есть вещи, которые еще раз неплохо было проговорить именно с тобой, потому что у тебя какие-то концептуальные вещи, на какие-то важные моменты, вот именно реформ, о чем много говорит, все-таки есть у тебя. Формат заказывали не мы, так что понятно. Мы как бы... Да, но здесь у тебя возможность, побольше времени будет и возможностей, я надеюсь. Да. Вообще у нас это, конечно, проблема есть, обсуждение каких-то важных вещей. И вот ты в Общественной палате тоже, мы с тобой говорили перед нашей передачей о том, как у вас там это вообще все происходит, обсуждение проблем? Ну, я не так давно стал членом Общественной палаты, и, скажем так, вот в конце года. Вот, и уже как бы кризис был налицо, я имею в виду в стране кризис. И, конечно, основные вопросы – это вопросы, которые были в общественной повестке дня. Вот. В принципе, Общественная палата, не только на наш собственный взгляд членов Общественной палаты, но и по оценкам многих, так сказать, сторонних наблюдателей, Общественной палате удалось выдержать такой нейтральный, что ли, статус. Хотя, конечно, люди такие же, как и остальные члены общества, имеют свои предпочтения, свои взгляды на то или иное явление, на те или иные факты и так далее. Но в целом мы неплохо, на мой взгляд, да, неплохо как бы справляемся пока с ситуацией. Ну, на фоне этих действий, а иногда и бездействий, которые были в парламенте, Общественная палата, которая, собственно говоря, всегда скептически относился вообще к этой институции. Я тоже, кстати. Да, и оно себя проявило, и в этом смысле я абсолютно согласен с тобой. Но вот дальше я хотел бы еще сказать, и поминая опять тот же эфир, насколько у нас вообще экспертное сообщество по разным вопросам в разных ипостасях и проблемах сложилось. Вот в данной ситуации юридическое сообщество такое или сообщество, которое обсуждает реформы конституционные. И вообще уровень дискуссии, насколько он вообще устраивает и соразмерен тем проблемам, которые существуют? Ну, во-первых, я прежде всего соглашусь с тем, что количество этих дискуссий и в целом, так сказать, частота, что ли, этих обсуждений, она, конечно, явно недостаточна. И, ну, в зависимости от условий, частота этих экспертных суждений и сбора, скажем так, разных экспертов, она увеличивается по мере того, что в обществе обостряются какие-то процессы. А так в целом, конечно, хочется пожелать, чтобы мы в обычной, рутинной, скажем так, обстановке, режиме, да. В рутинном режиме это делали с определенной регулярностью, потому что вопросы, они всегда есть. И, конечно, идеально было бы решать эти вопросы, что называется, своевременно, не доводя их до какой-то критической отметки. Ну, я не могу сказать, что юридическое сообщество в целом сложилось, как нечто такое, вот, институция, такое, да, какой-то такой институт, но какие-то группы юристов вместе с политиками, общественными деятелями пытаются, да, как-то реагировать на
на происходящие события, на кризисные какие-то проявления. И вот эти обсуждения, они, конечно, не то чтобы запоздалые, но, к сожалению, нету механизмов продвижения этих идей. Это проблема, которая уже, вот, в принципе, такая застарелая. То есть на этой стадии вот эти обсуждения, принятие решения, да. анализ есть, того, что есть принято. определенный разрыв между экспертным суждением и даже когда, скажем, юридическое сообщество или любое другое сообщество, возьмем, к примеру, там, экономическое сообщество, которое приблизительно так со стороны, мне кажется, что у них те же самые проблемы. Если нарабатывается некий какой-то Нарративы. интеллектуальный, да, какой-то материал, да, и, в общем-то, люди, которые принимают участие в этом, они соглашаются, идут на компромисс и считают, что вот на такой-то, на данный момент можно это реализовать. Дальше вот как бы не получается контакта с властными какими-то структурами, там, с парламентом, с правительством от кого и так решение далее. зависит, Да. Потому что вот вопросы, которые мы обсуждаем, я имею в виду сейчас уже перехожу к вопросу там, о конституционно-правовой реформе. Это же продолжается с 2000 года. Да, очень часто цитируют Зурабачба, Да. и других тоже юристов. И это говорит о том, что, ну, опять же, мы упираемся в этот замкнутый круг. То есть те организации, те институции, которые должны принимать решения, допустим, о реформах, даже которые уже проговорены, есть методы исправления, там, пожеланий и так далее. То есть парламент, прежде всего, они сами же не заинтересованы в реформе самих себя, потому что они производны от этой системы, которая их вполне устраивает. Собственно говоря, на эфире это было ярко продемонстрировано. К сожалению, это так и есть на самом деле. Вообще принято считать, что структура, которая как бы со стороны абсолютно понятно, что ее надо реформировать. Я помню, в советское время была такая ситуация, когда самой структуре предлагали там, ее, самой себя реформировать. Но, как правило, это никогда Хвост отрезать, чтобы новое никогда вырастить. это не дает. Сами себя вряд ли кто-то может реформировать. Неважно, кто это будет. Там, парламент это будет, или МВД это будет, или судебные органы это будет. Да. А обязательно нужно подключение каких-то внешних экспертов, внешних каких-то людей, которые видят ситуацию со стороны, анализируют ее и так далее. Потому что все-таки взгляд изнутри – это совершенно другая ситуация. А как разорвать этот порочный круг? То есть обязательно к эксцессам надо каким-то приходить, в результате их потом реформировать, или это все-таки интеллектуальным каким-то умозрительным путем можно к этому прийти? Я думаю, что здесь в любом случае, вот сейчас во время избирательной кампании, когда смотришь и слушаешь встречи кандидатов в президенты, ихних доверенных лиц, штабы и так далее, сейчас все говорят о реформах. Вот, к сожалению, так получалось ранее. Я специально говорю ранее, потому что все-таки какие-то надежды есть на то, что кто бы сейчас ни пришел, все-таки эти реформы произойдут. Но в первую очередь все-таки, наверное, это политическая воля. Несмотря на то, что, скажем, реформа судебной системы – это такой достаточно специальный вопрос, все равно на эту реформу, несмотря на то, что судейское сообщество справедливо претендует на самоуправляемость, как одна из ветвей власти, она претендует на самостоятельность и независимость от других ветвей власти, тем не менее реформы таких базовых каких-то вещей, все равно они не могут происходить без политиков, без парламента, без главы государства и так далее. Ну, поскольку у нас президентская страна, конечно, эта политическая воля в первую очередь должна быть у главы государства. Но парламент тоже может выступить инициатором этого. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что вот то, как выглядит сегодня наш парламент, он, к сожалению, нет условий для того, чтобы парламент выступал такой силой политической, которая была бы на острие вызовов
современных вызовов. Тамас, я к судебной реформе мы еще вернемся, если не против. Я вот сейчас хотел спросить тебе то, что я вот спрашивал у гостей нашей передачи, вот, последних выпусков. Как ты относишься к тому, что вот была такая идея, чтобы на 2 года отложить выборы и потом совместить их с парламентскими, сделать за это время реформы? Или же второй вариант, чтобы кто-то из кандидатов заявил изначально на входе уже, что я иду на 2 года, чтобы сделать вот эти реформы. И потом уже, то есть я понимаю, что с юридической точки зрения этот второй вариант более приемлем был, чем первый, который никак не прописан, собственно говоря, у нас. Я имею в виду киргизский вариант, вот, который был, где там Атумбаева была на 2 года, в Исландии что-то подобное было и так Помню, далее. да. Предложения, в принципе, вполне приемлемые. Другое дело, что понятно, что у нас этого не будет. Скорее всего, не произойдет уже, потому что механизм выборов уже запущен, и до выборов, в общем-то, осталось всего ничего. А вполне приемлемо можно было, но так получилось, что ни один из кандидатов об этом не заявил. И даже, в принципе, если бы заявил бы, то такого какого-то консенсусного решения на этот счет Но пока не эта идея произошло. не проговорена, она не стала популярна, я имею в виду детализация и какая-то дорожная карта, вот реформа, она не проговорена. Я согласен, что она пока еще сыроватая для широкой массы, для юристов, может быть, для сообщества, для определенной части политиков очевидно, отдельных личностей, которые выступают. Ну а вдруг вот будет ситуация, когда, и об этом уже вполне серьезно многие проговаривают, о том, что количество тех, кто будет против всех, будет настолько большим, что выборы просто не состоятся. Может, это будет еще одним шансом вот в пользу вот этой версии продвижения реформ. Если говорить о потенциальной возможности, честно говоря, я в это мало верю, хотя саму идею поддерживаю, саму идею переноса выборов поддерживаю. Другое дело, сейчас трудно сказать, на 2 года надо или года достаточно. Ну, извини, для того, 2 года какие-то... говорится, потому что парламентские выборы будут вот весной 27-го, ровно через 2 года. Поэтому как-то это вот... А так я знаю, есть кто-то говорит полгода, вот у нас был Тенгиз Джопов, говорит, в принципе, это за полгода, за год, но с учетом принятия в 3 чтениях, это на это полгода какие-то идет. узловые вещи вот сдвинуть с места, да. И может быть и года бы хватило, но сама идея мне, честно говоря, тоже импонирует. Я не верю в то, что у нас могут быть выборы, хотя, в принципе, я не удивлюсь, если число голосующих против всех будет значительным. Но сказать, что это будет таким количеством, которое просто повлияет на то есть мы будем иметь результат, что выборы не состоялись, я в это не верю. У нас общество очень политизировано, сейчас идет разогрев ситуации, кандидатов 5, и каждый из них имеет свой электорат. Я думаю, что выборы в любом случае, скорее всего, состоятся. Другое дело, подумать, как сделать так, чтобы они прошли спокойно, честно, чтобы не было никаких эксцессов там, и так далее. И главное, чтобы этот результат устроил большую часть населения. Ну, вопрос легитимности, я имею в виду не юридической легитимности, а вот такой общественно-политической легитимности президента, будущего, да и предыдущих, это всегда для меня был вопросом, потому что когда на общее количество пришедших на выборы или в конце концов, даже не так скажем, а выигравшего кандидата, оно составляет очень небольшую часть всего общества. И это во многом потом аукается там, через год, 2, 3, когда вот накапливается кризис, и люди, большинство, когда больше половины населения не голосуют, как обычно, за одного президента, но если не считать, там, допустим, выборы там, Владислава Григорьевича Арзенбаева, Сергея Васильевича, после этого у всех была такая очень шаткая достаточно легитимность, я имею в виду общественно-политического рода. Потому что общество, никто не считал, но принято считать, что общество разделено на как минимум 2 большие группы. Или 2 большие части, скажем Сейчас так. фрагментация пошла и в том лагере, и в этом лагере. Да, она неизбежна, потому что на этой стадии все-таки 5 кандидатов, и у каждого есть свои симпатизанты, которые... Другое дело, что если будет 2-й тур,
эти части будут меняться. Да? Они будут, кто-то будет поддерживать вышедших, там, скажем, во второй тур, кто-то, может быть, никого не будет поддерживать. Ну, это, во-первых, автоматически не гарантирует переход своего электората в тот или иной лагерь. Это может, наоборот, вызвать, то есть заявление кандидата, который не прошел во второй тур, может вызвать, наоборот, отторжение. Люди вообще не придут или, опять же, проголосуют против всех. Может быть. Сейчас трудно. У нас, к сожалению, нет вот этих вот институтов, которые работают в демократических странах, которые могут какие-то такие предварительные, да, какие-то предварительные раскладки давать. К сожалению, этого нет, и это жаль. Ну да, у нас даже вот это такое действие с экзит-пулами тоже не сработало уже, которые... Да, кто-то пытается, да, какие-то структуры общественные пытаются что-то подобное делать, но это все, к сожалению, не то. Можно такой вопрос, он такой наивно-журналистский, может быть. Я понимаю, что это, я про огромный массив спрашиваю, но какие основные параметры реформ ты видишь вообще, как юрист, прежде всего, и как гражданин, естественно? Ну, значит, кстати, в Общественной палате там образовалась такая группа единомышленников, скажем так, которые, кстати, вот начали работать над вот этим таким концептом конституционно-правовых реформ. Ну, у нас как бы много говорят о реформе Конституции, но если посмотреть шире, то, конечно, не только Конституция должна меняться, но и сопутствующие законы. А их довольно много. Да. Это и законы о партиях, и об избирательной системе, о кабинете министров. Да, очень много законов, которые так или иначе будут затронуты этими изменениями. Вот. Это почему мы с этого взяли? И потому что это как бы уже, ну, если позволите так сказать, это кричащая уже проблема. Кричащая, потому что мы ходим по кругу. Как ты уже сам сказал, ходим по кругу, и значит, если ничего не менять, мы будем продолжать, да, и есть ощущение, что каждый новый подобный виток, он ослабляет на самом деле наше государство. Но это воронка, это даже уже не круг. Да, это действительно, это воронка на самом деле, которая вот, во-первых, она девальвирует вообще все наши ценности, я имею в виду национальный суверенитет, и вообще веру подрывает людей в проект. Да, в проект абхазское государство. И, конечно, это безобразие надо заканчивать. Да. Вот. Другое дело, что по тем или иным причинам это не происходило, и да и сейчас есть противники этого. Да. Некоторые наши депутаты категорически, значит, являются категорическими противниками усиления роли партий в парламенте. Я это объясняю тем, что это совершенно другой уровень политической работы. Да? Если предположить, Можно я более четко и, может быть, и циничнее скажу? Это для меня это во многом момент неблаговидной конкуренции просто. Ну, возможно, да. В смысле выборов, попадания в парламент. Да, возможно. Мне бы не хотелось на эту тему как бы много говорить, так сказать, что да, но в принципе, конечно, люди делают выбор в том плане, что по старой привычной схеме им проще попасть, переизбраться в новый состав парламента. Там есть, которые 3-4 раза уже избирались. Да, такая, мы потихоньку в палату пэров превращаемся. Я уже не говорю, там династии идут у нас и так далее, и так далее. Какие-то фамильные квоты чуть ли не возникают. Потому что такое перство английское. Согласен. Потому что наличие реальных политических, политического партийного размежевания в парламенте, это создает совершенно иную обстановку. Она ситуационная сейчас. Да, она создает совершенно иную обстановку, и сразу же меняются взаимоотношения с правительством. То есть парламент начнет резко ощущать возросший уровень своей ответственности. На сегодняшний день, если говорить политическим языком, я уже много раз это говорил, и де-факто, и де-юре наш парламент безответственная политическая структура, безответственная по факту того, что клуб по интересам. Да, его невозможно распустить, нет механизма самороспуска. Вот. Ну и в принципе он и не отвечает ни за что.
даже самый такой элементарный вопрос, который предусмотрен во многих странах, да, ежегодное заслушивание отчета Кабинета министров. У нас это вообще не предполагается. Ну, у нас обращение президента к нации тоже предусмотрено, Да. но Кстати, оно нарушалось. Кстати, и интересно то, что я не слышал, например, может быть, я пропустил, я не слышал, что в парламент в какой-то категоричной форме или жестко поставил вопрос перед президентом о том, что выполняя свою конституционную обязанность. Ежегодное послание президента. Я не слышал этого. Сам парламент тоже, например, бюджет часто, принятие бюджета переносил на Новый год, что Но тоже... это вообще анекдотическая ситуация, когда бюджет следующего года принимается в следующем году, в апреле или в мае. Это, справедливости ради сказать, это не болезнь нынешнего парламента, это всех созывов парламента. Даже моего первого послевоенного была ситуация, когда мы там в мае месяце принимали текущий бюджет. Но это профанация чистой воды. Что делать? У меня есть ощущение, что вот эта критическая масса людей, которые понимают, она выросла. Медленно, но она все-таки выросла. Слава Богу. Вот. Теперь я думаю, что должно быть организовано, я сейчас не имею в виду такую какую-то кампанию давления, да, но мы должны, я имею в виду, мы, общество, должны вступить в тесные какие-то взаимодействия с парламентом в самых разных формах и убедить даже нынешних депутатов, которые в массе своей являются противниками изменения статуса парламента, все-таки мы должны их убедить в том, что это необходимо сделать. В противном случае... Иначе это проект в «Титаник» превратится. Очень хочется надеяться, что вновь избранный президент, это будет человек, который тоже будет, так сказать, думать о реформах, в том числе и о политической реформе тоже. У нас попытки реформ предпринимались, вот там, и в том числе судебной реформы, когда Конституционный суд создавали. Да. То есть, а почему, так скажем, эффективность не та оказалась, о которой мечталось, так скажем? Если говорить о судебной власти в целом, у нее, конечно, есть свои проблемы. Извини, вот все говорят, это эксперты говорят, и особенно в тех странах, где реформы проходили, что реформа судебной системы одна из первых и одна из самых важных. Это так или не так? Конечно, и в том числе роль Конституционного суда, она очень важна, потому что очень часто Конституционный суд выступает в роли, я бы даже не сказал арбитра, в роли, так сказать, стороны, которая может, если есть, конечно, уважение к закону среди политиков, который может указать президенту или парламенту на ошибочность действий, на нарушение Конституции, то есть потребовать вернуться в правовое русло, в конституционное русло. А это очень важно. Это очень важно. Кстати говоря, ты был один из претендентов на членов Конституционного суда, я помню, да. И когда не состоялось, там не хватило, по-моему, 2 голосов, просто депутаты не пришли. Для меня вот это было, и ты не стал членом Конституционного суда, для меня это вот стало таким очень показательной вещью. И, честно говоря, от многих иллюзий насчет будущей эффективности этой институции для меня уже тогда стало очевидным. Я, так сказать, не впадая в иллюзии, я могу сказать, что незадолго до этого, если бы ты помнишь, оппозиция тогдашнему президенту Хаджимба, незадолго до этого они начали кампанию о проведении референдума. Да, я понял, он не состоялся. Да, референдума, на который собирались поставить вопрос о досрочном сложении полномочий и так далее. Состоялся такой довольно широкий такой актив общественности, на котором мне предложили выступить, кстати, от университета. Ректор мне попросил, поскольку это мой хлеб, да, конституционное право, сделать анализы, выступить и высказать свою точку зрения. Кстати, я эту точку зрения
высказал всем 3 заведующим кафедрой. То есть мы сделали достаточно основательно. То есть я предложил свою точку зрения, то есть свое видение на эту инициативу. У нас состоялось такое заседание юридического факультета, ну, я имею в виду кафедр, вот, и все в присутствии 3 заведующих кафедр, и которые положительно оценили, и я эту точку зрения изложил на этом заседании. Ну, естественно, конечно, можно предполагать, что вот это мое критическое отношение к идее проведения референдума по этому вопросу, наверное, тоже сыграло свою немаленькую роль в голосовании. Да, в голосовании, да. Ну, в принципе, ничего удивительного нет, это нормально. Ну, нормально в каком смысле, да. По-человечески понятно. Да. Ну, это еще раз говорит о том механизме, по которому существуют у нас очень многие вещи вообще. Субъективизм никто не отменял. Ну, в маленьком обществе он особенно заметен и Очень, особенно, может быть, даже губителен и пагубный. Да. Такой имеет последствия, кстати говоря. У меня вот такой еще вопрос. Ты говоришь, что какая-то масса людей критически или просто здравомыслящих, или специалистов, ну, какие любые эпитеты можно подставить, но не хватает площадок. Какие площадки? У вас в общественной палате, кстати говоря, достаточно активно. Вот вы как площадка выступаете для сбора разных мнений, столкновений. Да, президент даже к вам приходил, предыдущий. А министры приходят. Ну, здесь телевидение, университет, партийные какие-то площадки, ЦСО, ЦСИ, там, ну, есть. Здесь есть и объективная проблема тоже. Обычно такими площадками, ну, в других странах являются и всякого рода политические клубы или политическими партиями организована вот эта вот обратная связь с населением, с потенциальным избирателем. И они заинтересованы, конечно, чтобы время от времени встречаться с молодежью, там, с разными слоями общества, с людьми, занятыми в производственной сфере. Вот у нас есть несколько ассоциаций, которые, да, вот есть ассоциация малого бизнеса, создана, ну, не могу сказать, что очень, так сказать, активно работают. Это, кстати, движение в правильном направлении. Вот эти вот сетевые структуры, ассоциации, скажем, рестораторов, ассоциации еще кого-то там, ну, водителей маршруток, условно говоря, да. Вот западные общества, кстати, они этим и отличаются, что каждый социальный слой, они имеют вот такие горизонтальные структуры, и они так взаимодействуют с политиками. То есть там идет постоянный диалог. У нас, к сожалению, это только вот в стадии становления. И опять политики должны, на мой взгляд, стимулировать этот процесс. Они должны продвигать с тем, чтобы им сам Бог велел, они же должны знать проблемы той или иной сферы, допустим, людей, которые работают на транспорте, в сфере услуг, да, торговли. Ну вот я говорю, вот эта вот ассоциация малого бизнеса, она довольно активна, она и с правительством взаимодействовала, и сами какие-то круглые столы проводят. Да, там, когда вопрос с пошлинами был, совершенно с верно, они активно проявляли. Да, и тому. Ну вот так должны работать структуры вот этого гражданства. Они спорадически почему-то, активность такая у них бывает. Потому что их нужно поощрять, и государство должно само прежде всего понять. Государство в лице чиновников и политиков, они должны понимать, что благодаря этому удается снимать много вопросов, не доводя их до какой-то критической точки зрения. И это культура определенная. К сожалению, она у нас только-только начинает формироваться. Ну, дай бог, что нам хватило времени сформироваться, и чтобы оно действовало. Томас, я еще вот хотел одну такую вещь сказать. И для меня всегда казалось очевидным, ну, по крайней мере, не для всего населения, но для достаточно вот той категории, которая образована или в теме, о преимуществах, ну, смешанной пропорциональной системы и мажоритарной, вообще разница между ними и насколько какая-то из этих моделей нам более приемлема с учетом этого 30-летнего опыта, который у нас существует. Вот ты, я насколько понимаю, сторонник смешанной системы. Да, мы в этот вопрос привносим определенный смысл. Почему именно смешанная? Мы считаем, что в отсутствии вот этой развитой партийной системы мы находимся в таком несколько таком транзитном состоянии, переходном состоянии, потому что именно смешанная система нам позволит
укрепить партийное, так сказать, строительство, то есть осуществить это партийное строительство. А дальше, может быть, будет переход, если общество скажет о том, что мы двигаемся, ну, не исключено такое развитие событий. Если в обществе будут преобладать такие мнения о том, что нам нужно переходить к парламентской форме правления. Я, например, сторонник парламентской формы правления, где президент имеет очень ограниченный круг, так сказать, полномочий, ну, является символом нации, там, верховным главнокомандующим там, и так далее. Но основное бремя повседневной работы все-таки и ответственность на правительстве. Пока мы к этому не готовы. Вот, это как бы вот та самая рабочая группа, о которой я говорил в Общественной палате, мы тоже дискутировали на эту тему, и поэтому посчитали, что есть элемент такого транзитного состояния нашего, почему мы предлагаем именно смешанную систему. Ну и потом в нашем обществе очень сильны такие вот региональные такие настроения, скажем так, фактор региональности, да, и поэтому, если мы говорим о том, что будет смешанная система, значит, большую часть депутатских мандатов мы предполагаем в своем проекте отдать партийному представительству, но за каждым регионом оставить мажоритариев, депутатов, которые будут избираться по территориальному признаку. И таким образом мы, конечно, сможем соблюсти вот этот вот территориальный признак. Но поскольку количество депутатских мандатов существенно для мажоритариев сокращается, конкурентность увеличивается, и мы в этом видим безусловный плюс. Если раньше на одном маленьком округе надо было выиграть одну деревню, да, теперь, да, особенно это будет интересно смотреть вот, да, где сельские регионы. Но вот представьте себе, что если в Сухуми было 8 избирательных округов, то теперь может быть, скажем, 2. Да? И кандидату действительно надо будет все-таки завоевывать симпатии людей, которые его не знают по соседней улице. Как хорошего парня. Да, как хорошего парня. Да. То есть это как бы привнесет дополнительную такую политическое содержание во всю эту избирательную кампанию. Я думаю, калибр поменяется, во-первых, и мажоритарий. Я уже не говорю о том, что в случае там 2/3 парламента, который будет сформирован по партийным спискам, мы будем выбирать людей, которые будут мыслить в масштабах не деревни, не района, а целой страны. И, соответственно, обладающие определенными знаниями, опытом, авторитетом, биографией и так далее, и так далее. То есть мы на входе получаем новое качество в политике. Да, надеемся, мы тоже на это надеемся, хотя, конечно, есть, принято считать, юристы говорят так, что идеальных избирательных систем не существует, везде есть какие-то недостатки. Но попробовать другую уже стоит, потому что это... мы должны просто принять такую простую мысль, что надо двигаться вперед. Да, если мы видим, что не работает система, этот институт прокручивает, что называется, на одном сейчас месте. Же можно сказать, что он прокручивается уже. Надо что-то попробовать другое. Мне даже удивительно, честно говоря, что даже вот в нынешней ситуации надо кого-то убеждать в этом. Да? И есть люди, которые могут сегодня еще сказать, что вот у нас был плохой президент, 1, 2, 3, а вот если мы хорошего изберем, то все будет нормально. К сожалению, такие люди тоже есть. Может быть, этому не надо удивляться, но тем не менее. Это очень наивный взгляд, а наивность в государственном строительстве вообще опасная вещь, мне кажется. И... Да, в хорошем смысле надо быть, конечно. Да, и если это еще наивность искренняя, я еще ее могу понять. Простите. Когда это наивность там с двойным дном, то для меня это уже не просто опасность, это вредительство. Я считаю, в какой-то степени против будущего своей страны. Мне всегда удивляет, как люди исходят в таких вопросах из своего личного благополучия, не понимая, что личное благополучие тоже может вместе со всем закончиться. Да. Тут есть такой, к сожалению, такой серьезный фактор, как низкая политическая культура. Вот за 30 лет мы, к сожалению,
очень мало уделяли вопросу. Вот в советское время это было как бы там за счет там пропаганды, работа, общество знания, масса всяких было селекция средств. была какая-то Да. тоже. И кадровая политика, вот эта так называемая селекция, для того времени она была вполне даже удачной. Сейчас ее перенести в наше время, конечно, это смешно говорить. Но почему я говорю об этом сейчас вспомнил? Вот мне приходилось слышать такую точку зрения по поводу парламента, если возвращаться, да, вот абхазский парламент, да, у него название Народное собрание, да, два названия, как бы, да, вот, и некоторые наши сограждане, вполне себе, так сказать, образованные люди, они пытаются мне доказывать о том, что Народное собрание – это представительство народа, то есть как учредительное собрание. Это вот мне напоминает такой вот в истории был такой момент, когда непопулярный нынче Владимир Ильич Ленин категорически отвергал идею парламентаризма. Он сказал, никакого парламентаризма. Вот это знаменитая фраза о том, что мы построим такое государство, в котором даже кухарка будет управлять государством. Это, конечно, очень образное выражение. Но некоторые наши вполне считают, что это представительство крестьян, это представительство служащих и так далее. Как учредительное собрание было. То есть, про Николая сделано. Они помнят состав вот этого Верховного Совета. Помнишь как? Да. Тогда была разнарядка, столько-то колхозников, столько-то там рабочих, столько-то интеллигентов и так далее. Ну, тогдашний Верховный Совет, это была как раз и проекция Владимира Ленина. Но первый созыв абхазского парламента, он тоже был во многом собран по такому принципу, но это просто в ручном режиме было, когда там были представлены все национальности, все национальные общины, там были обязательно один доброволец был, представитель из репатриантов, кто-то. То есть это было в ручном режиме, потом эти квоты условно, не закрепленные, естественно, юридически, ими воспользовались другие люди для других целей. Более активные люди, да. И вот почему я сейчас об этом говорю, но мы должны понимать, что у нас совершенно другая ситуация. Это не советский Верховный Совет. У нас профессиональный парламент, который должен состоять. Да, конечно, там базовое образование у людей какое угодно может быть. Юрист, экономист, агроном и так далее, и так далее. Но это должны быть в первую очередь политики, которые знают логику политического процесса, имеют политический опыт, да. Да. И вот их профессиональные знания там, в сельском хозяйстве, они только помогают вот этому решению политических задач в масштабах всего государства. Общая картина, они свой фрагмент заполняют его. Безусловно, да. Тамас, мы должны уже завершать передачу. Мне очень интересный разговор. Я надеюсь, что еще раз я тебя приглашу, и ты не откажешься прийти, потому что очень много еще не сказанного, не рассказанного. И я бы еще вот такую вещь хотел сказать о том, что ты говоришь, формируется какая-то группа людей. И мне кажется, вне зависимости от того, как пройдут эти выборы президентские, есть впереди новая цель, и, может быть, для меня даже более важно, это парламентские выборы 2027 года. И есть смысл, наверное, даже не имея там инструментария в виде законов, выборных законов о смешанной системе, ну вообще вот этого всего пакета, может есть смысл, чтобы образовались другие партии, какие-то альтернативные, с другими посылами, наверное, чем вот эти два больших лагеря, которые вот они уже и переросли, или постарели, или просто уже не соответствуют тем задачам, которые стоят перед государством. Вполне может быть, потому что новая политическая реальность, которая возникнет в любом случае после выборов, она вполне может, так сказать, подтолкнуть кого-то к формированию партий или каких-то других структур. Это абсолютно нормально, но я даже скажу, что вот эта наша рабочая группа, она проговаривает, кстати, такую возможность, да, образования там общественной какой-то структуры, которая будет продвигать эти идеи. Вот. С другой стороны, конечно, нужна консолидация. Это, знаешь, такая шутка есть, да, когда ребенок спрашивает у папы: папа, кого больше, плохих людей или хороших? Он говорит: хороших больше. Папа оптимист, да? Да, он говорит, хороших больше, а он говорит, а почему, говорит, их не видно? Говорит, потому что плохие лучше организованы. Да.
Да. У нас достаточно много в обществе толковых людей. И я сейчас даже не говорю о других качествах, сейчас в данном случае компетентных людей, неравнодушных людей, да, ну, так получилось. Но если ты обратил внимание, и вот нового сейчас поколения даже. да, и молодежи очень хорошая. И я хотел вспомнить просто вот сейчас, когда вот этот кризис был, помнишь, большие обращения были, да, вот там порядка 300 человек, если мне не изменяет память, подписали обращение в парламент. Вот сейчас парламент создал какую-то рабочую группу. Пока никакого движения нету, но если на то будет добрая воля наших депутатов, я сейчас не хочу не умалять, они, конечно, должны привлечь эти силы. Сами они, наверное, не смогут осилить этот, так сказать, такой объем работы, этот масштаб работы, потому что тут надо осмыслять. Это Конституция вообще имеет такой немножко обманчивый характер. Когда ее прочитаешь, скажешь, ну, ученик 8-9 класса, там все понятно. Легким, да. хорошим языком. Да, очень легко написано, очень понятно написано. На самом деле там все пронизано во взаимосвязи. Конечно. Вот. И поэтому, конструкция должна вся быть устойчивой. И, конечно, нужно, чтобы в парламент на эту работу пригласил специалистов, чтобы опять были какие-то обсуждения, но при этом они не повисли в воздухе, а была история доведена до конца. Ну, до какого-то состояния доведена, а там дальше надо смотреть, как это все начнет работать, и опять анализировать, и делать какие-то прогнозы и так далее. Тот же пример российский парламент, который начинался с мажоритарной формы, потом перешел на пропорциональное, смешанное, потом сейчас опять пропорциональное. Нет, и они сейчас опять вернулись к смешанной. К смешанной вернулись. Они были в период президентства Медведева, тогда было принято решение о переходе к чисто пропорциональной, а сейчас опять перешли к смешанной. То есть это люди это нормально. Да, это нормально, потому что Россия огромная страна, и все-таки вот это региональное представительство там все-таки несет в себе очень большой смысл. Ищут форму адаптивности. Нам тоже так надо делать и смотреть на свои какие-то особенности. Да, там панацеи нет, что смешанная система будет и все сразу зацветет. Но конечно, двигаться надо и пробовать надо, и учиться у плохих людей организованности. Да, спасибо большое, Томас. Я, кстати, надеюсь, что когда-то вот ваша группа инициативная, Общественная палата, как-то все-таки в широком смысле презентует ваши наработки. Есть такие идеи, потребность в этом уже просто перезрела даже. Надеемся. Спасибо, что ты пришел, спасибо, что проговорили мы какие-то вещи, и я с тебя беру обещание, что ты еще раз придешь в нашу студию. Даю. Спасибо. Всего хорошего, будем ждать выборов и то, что будет после выборов.